Добрый день, уважаемые телезрители! Сегодня вы увидите первую из 12 кинобизнес-игру «12 стульев». Каждый месяц в течение года будет проходить наша кинобизнес-игра, в которой сможет принять участие и выиграть свой миллион каждый из вас. А для этого нужно всего лишь протянуть руку и позвонить нам по телефону 608-93. Господа предприниматели, спешите, это ваша игра, это ваша реклама, и это ваш шанс. А сейчас будьте внимательны, игра начинается. Творческая группа «21 век» желает вам удачи! Добрый день, дамы и господа! Добрый день, дорогие телезрители! Мы поздравляем вас с наступившим новым 1994 годом и рады сказать вам, Что сегодня, сейчас, сию минуту мы начинаем новую супер-телеигру для мальчиков и девочек, для юношей и девушек. для дам и господ, Ну и, конечно же, для бабушек и дедушек. новую суперигру для бизнесменов «12 стульев». Ну а бизнесу, как и любви, все возрасты покорны. Сегодня нашу игру проведет очень обаятельная и привлекательная Юлия. И не менее обаятельный Сергей. 12 стульев. Да, дорогие наши телезрители, вы правильно подумали, прочитав название нашей игры. Речь сегодня действительно пойдет о том, как в течение часа с помощью своего ума или игры ума Таланта и обаяния найти свой миллион, который находится в стуле, на котором сидел сам великий комбинатор. Моя фамилия Бендер. Может, слыхали? Нет, не слыхал. Ну да. Откуда же в Париже, может быть, известно имя Остапа Сулеймана Берта Марии Бендербея? Берта Марии Бендербея. Чепуха какая-то. Если вы помните, как в захватывающей погоне за драгоценностями Остап Бендер и Ипполит Матвеевич Воробьянинов, приложили массу конгениальных идей и изобретательности. океан, моря, озера творческих находок. Сергей, как вы думаете, если бы Остап Бендер был сейчас с нами, то он стал бы... Президентом Саха Бизнесбанка. Как вы поняли, дорогие телезрители, сегодня в нашей игре примут участие люди. Предприимчивые, смелые. Люди, которые знают, что кто не рискует, тот не пьет шампанское. Ну, Расул, впрочем, тоже не пьет. Люди, которые понимают, что чем богаче каждый член общества, тем богаче все общество. Люди уважаемые, те, кого любят женщины и дети. Сегодня в нашей игре вы встретитесь с молодыми бизнесменами-предпринимателями, людьми, про которых обычно говорят. Он поднял свой светильник у золотой двери. Торопите, а не ждите будущее, ибо тот, кто не готов к нему сегодня, будет менее готов к нему завтра. А теперь, как говорили наши бессмертные классики, дышите глубже, вы взволнованы. В игре принимают участие 12 человек. Условие только одно, так как времечко у нас веселое, доброе. По-боевому радостное, что не день, то праздник. Праздник каждый день. Объясняем правила нашей бизнес-телеигры. Они очень просты. Игра делится на 3 веселых раунда. Первый раунд – визитная карточка. В первом раунде участники нашей игры должны будут в течение 1 минуты сделать себе саморекламу. Мы через эту рекламу узнаем о его представителе и о его фирме. О его долгой дороге в дюнах. Ой, бизнесе. И все это за 1 минуту. При этом помня завет незабвенного Антона Павловича Чехова «Краткая сестра таланта». А многословие его теща. Второй раунд – деловые игры. Мозговая атака. Третий раунд – это десерт, это сладкое, это кофе с сахаром. Это мороженое, пирожное. В третьем раунде участники нашей телеигры должны будут ответить на вопросы, связанные с романом Ильфа и Петрова «12 стульев». Например, Детки мои, конфетки мои,
Кто правильно ответит сейчас на мой вопрос и позвонит первым по телефону 60684, тот получит приз 30 тысяч рублей. А вопрос такой: как звали тещу Ипполита Матвеевича Воробьянинова? Жду вашего звонка по телефону 60684. Насладись мороженым, пока оно лежит на твоей тарелке. А после того, как победитель пройдет все 3 раунда бизнес-боев, то, как полагается в жизни и в кино, ему полагается приз. А приз это 1 миллион рублей. Золотая мечта Остапа. Но и это еще не все. Мы будем выходить в течение 12 месяцев, а победителя игры победителей ждет суперприз. Суперприз супер игры. Поездка в Рио-де-Жанейро. И еще многое-многое другое. Господа присяжные заседатели, лед тронулся. А теперь парад аллеи участников нашей бизнес-игры. Давайте поприветствуем их. Как я уже говорил, в игре принимает участие 12 человек. Первый участник нашей игры – это фирма Нарьяна. Ситникова Галина Федоровна. Поприветствуем ее. Второй участник нашей игры – малое предприятие «Талбон». Кокарева Татьяна. Александров Николай Иванович представит фирму «Самого». Четвертый участник – Норд Инвест Сервис Сергей Розенберг. Пятый участник нашей игры – акционерное общество «Айтал» Тарасов Дмитрий Артемович. Шестым представляет свою фирму Тверитина Анна, швея Севера. Седьмой участник нашей игры – акционерное общество «Байкал» Львова Елена Вячеславовна. Как вы поняли, 8, 9, 10 участник нашей игры – это члены жюри. 8 участник нашей игры – член городской коллегии предпринимателей Корнилова Светлана Петровна. 9 участник нашей игры – зампредседателя комитета по малому и среднему бизнесу Яковлев Анатолий Васильевич. 10 участник нашей игры – замминистра культуры Васильев Руслан Васильевич. И как вы уже догадались, 11-12 участник – это наши ведущие. Ну что, лед тронулся? Жулик. Что? Тронулся. Лед тронулся, господа присяжные заседатели. Командовать парадом буду я. Итак, визитная карточка. Первый раунд. Первый ход Е2, Е4. Кто есть кто? Зеркало жизни или ваша жизненная кредо. Вот и наступил волнующий момент первого раунда. Волнуются участники игры, волнуются зрители, болельщики. Внимательно и сосредоточено компетентное жюри. Первый раунд – это первый шаг. Первый раунд – это визитная карточка. Итак, час пробил, господа, в атаку! Будет сама реклама. Значит, первый участник нашей игры, фирма Нарьяна, просим ее на сцену, Ситникову Галину Федоровну. Вы должны будете в течение 1 минуты сделать себе сама рекламу. Уважаемые дамы и господа, вас приветствует производственно-коммерческая фирма Нарьяна. Нашу продукцию вы встретите в каждом втором магазине города. К вашим услугам наш фирменный магазин Нарьяна. Вы решили позавтракать? Прекрасно. И у вас на столе уже дымится горячий кофе. Но чего же не хватает? Конечно же, пирожного фирмы Нарьяна. Нежный воздушный крем и сладкая фруктовая начинка которого обязательно принесет вам хорошее настроение. Что?
Вы не любите сладкого? Пожалуйста, душистая, мягкая якутская лепешка. Ну а на обед вам просто не обойтись без нашего ароматного зефира к чаю. Вечер вы ждете гостей или сами приглашены в гости. Вас непременно выручит опять-таки торт вкуснейший фирмы Нарыяна. А цены доступны каждому. Допустим, вы поссорились с любимым человеком. Не унывайте, спешите заказать нам торт, на котором будут цвести алые розы и написаны слова любви. Уверена, такой торт обязательно растопит сердца и вызовет улыбку и прощение. Приходите к нам на Дзержинского, 63. Катагабин, Келин, Эрдетен, Махтанабыт. Второй участник – малое предприятие «Талбон», Кукарева Татьяна. Здравствуйте. На этой игре я представляю учебно-производственный вычислительный центр «Талбон». Основная наша задача – социальная реабилитация инвалидов. Мы создаем автоматизированные рабочие места для инвалидов на базе персональных компьютеров с использованием современных информационных технологий. Помимо основной нашей задачи, мы занимаемся обучением всех желающих работе с современными IBM-совместимыми компьютерами. В настоящий момент мы проводим краткосрочные 40-часовые курсы, по окончании которых вам будет выдано удостоверение, подтвержденное сертификатом республики. Повторяю, правом выдачи удостоверений обладаем только мы. Таким образом, человек, успешно прошедший наши курсы, получает дополнительную специальность оператор персональных ЭВМ. Кроме того, наша фирма занимается продажей компьютеров, оргтехники и необходимых к ним комплектующих. Особое место в нашей работе занимает продажа и распространение различных компьютерных программ. Мы не только продаем пакеты уже готовых программ, таких как знаменитая 1С бухгалтерия или текстовый процессор лексикон, но мы также готовы разработать и модифицировать любое программное обеспечение по желанию заказчика. В этом нам помогают как уже опытные, так и начинающие молодые программисты. По всем интересующим вас вопросам обращайтесь к нам по адресу: Якутский государственный университет, кабинет 336, это главный корпус, или по телефону 2 13 52. Звоните, приходите, будем рады вас видеть. Ух ты, яростно! А теперь третий участник нашей игры – фирма «Самого». Александров Николай Иванович. Күнді бирдатилавторым, уважаемые предприниматели, мы имеем честь предложить вам взаимовыгодное сотрудничество в области внедрения новых современных технологий, ведущих зарубежных фирм. Это приобретение и сервисное обслуживание копировальных и факсимильных аппаратов, производство шампуней и других моющих средств, создание полиграфической продукции, рекламы, плакатов, этикеток, фирменных бланков, парфюмерная косметика, выпуск кирпичей и других стройматериалов, переработка сельскохозяйственной продукции, деревообрабатывающая цеха. Все это узнаете, позвонив по телефону 40706 фирме «Самого». Лед тронулся, господа, спешите. Ваша идея – наша технология. Самого! Это звучит гордо! Уважаемые дамы и господа, Күндүн Дохтогор. Я представитель компании Northern Service. Рад приветствовать вас. Мы осуществляем свою деятельность на рынке ценных бумаг, производим операции по купле-продаже, рекламируем, информируем, консультируем, формируем пакет акций и управляем им. Мы работаем в центральных районах России, Урала, Сибири, Дальнего Востока, ну и, конечно, в республике. Также мы осуществляем сейчас переговоры с ближним зарубежьем, Западной Европой, Юго-Восточной Азией. Но и это еще не все. Northern Service – это гарантия вашего выбора. Northern Service всегда с вами. Northern Service – это ваше будущее. Но и это еще не все. Командовать парадом будем мы. Звоните 22189, 22189. Здорово!
яростно. Пятый участник нашей игры Тарасов Дмитрий Артемович представляет акционерное общество «Айтал». Добрый день, дамы и господа. Вас приветствует акционерное общество закрытого типа «Айтал». «Айтал» – одна из первых коммерческих структур в республике, участник внешнеэкономической деятельности. Мы являемся членами Торговой палаты России. Будучи клиентом банка «Аэрофлот», мы также являемся его пайщиком. Основное занятие нашей фирмы – торгово-коммерческая деятельность. Мы имеем несколько филиалов в разных районах республики. Также мы имеем прямые связи со многими заводами-производителями в России и странах Содружества. «Айтал» – это честные деловые отношения. Мы всегда рады всем, кто хочет с нами работать. Это за маму, это за папу, а это за фирму «Айтал». Уважаемые наши покупатели, вас приветствует акционерное общество «Швея Севера», единственное предприятие по выпуску швейной продукции массового спроса. Более за 30 лет мы удовлетворили спрос покупателей в далеких улусах республики. У нас всегда в продаже изделия 30 наименований. Это постельное белье, блузки, халаты, детская одежда. И только у нас теплая ватная одежда. И еще женская верхняя одежда национального колорита найдет своего покупателя, мы надеемся. Фирменные изделия «Швея Севера» доступны и необходимы всем, дорогие наши покупатели. Посетите наши фирменные магазины. Вы найдете там все, что вам необходимо. Оптовым покупателям предоставляется торговая скидка. Телефон для справок 354-65. Мы ждем вас. Уважаемые дамы и господа, уважаемые господа присяжные заседатели, в моем лице вас приветствует и надеется на успешное сотрудничество с вами акционерное общество «Байкал». В наших головах рождается масса конгениальных идей по обработке драгоценных камней, по переработке продуктов сельского хозяйства, нефтегазовой и деревообрабатывающей промышленности, по строительству дорог. Идеи эти мы успешно воплощаем в жизни и ощутимые доходы свои вкладываем в развитие производительных сил Якутии. В западных регионах России, в Южном Солнечном Крыму ждут вас наши чудесные коттеджи. Оптовая торговля Байкала производится по действительно низким ценам. В перспективе намечается открытие колледжа для обучения молодого поколения предпринимателей, детей-сирот и неимущих. Итак, господа, пожмем друг другу руки и будем сотрудничать. Наш адрес – город Якутск, проспект Ленина, 39, кабинет 212, телефон 358 91, 358 91. Мы ждем вас, господа. Закончился первый тур, и мы можем уже определить первых лидеров. А лидирует Галина Сиддикова, представитель фирмы «Нарьяна», набравшая 9 баллов из 10 возможных. На втором месте Николай Александров, представитель фирмы «Самохо». На третьем месте Сергей Розенберг, представитель трастовой компании «Норд Инвест Сервис», набравший 7 баллов. Шага вперед, после каждого шага назад. И тогда вас ждет успех. Итак, уважаемые господа присяжные заседатели, второй раунд. Или мозговая атака. Все знаменитые бизнесмены, такие как Эдисон, Астор, Форд, Морган, Дюпон, Рокфеллер, Ротшильды, знали, что мозговая атака – это путь к успеху. Итак, пролетарии умственного труда в атаку. Начинается второй раунд. Деловые игры. Участники бизнес-игры должны будут ответить на вопросы деловой женщины по истории и развитию, менеджмента, маркетинга и финансового дела. Итак, второй раунд. А по итогам первого тура лидирует фирма «Нарьяна».
Итак, мозговая атака. Но сначала небольшая тренировка для активизации мысли. Сейчас, в течение 1 минуты, наши участники должны будут написать все слова-термины по теме «рынок», которые им известны. Итак, по моему сигналу участники начинают. Я засекаю время. Внимание! Начали! А теперь переходим к заданию второму и более сложному. Итак, загадочный стол. Прошу внести. Дорогие участники, перед вами на столе песцовая шкурка, зерна кофе, морские ракушки и зерна риса. Пожалуйста, подумайте и ответьте на мой вопрос. Что бы это значило? Итак, ваши варианты. Пожалуйста, номер 1. Я считаю, что это торг. Извините, неправильно. Другие варианты? Пожалуйста, номер 4. Я считаю, что это бартер. Извините, опять неправильно. Другие идеи? Номер 3. Я считаю, это конъюнктура рынка. Сожалею, но неправильно. Другие идеи? Номер 2. По моему мнению, в далекой древности эти все предметы были эквивалентами денег. Конгениально. Совершенно правильный ответ. Номер 2. Фирма Талбон. Итак, переходим к следующему заданию. Сейчас наши участники сыграют популярную игру «Поле бизнеса». Я буду читать определение понятий и явлений рыночной экономики, а участники, ориентируясь по клеткам в воображаемом слове, скажут мне, что это такое. Итак, концентрация внимания, слово первое. Коммерческое предприятие, предоставляющее возможность населению хранить свое имущество, а также получать кредит под залог имущества. Что это? Прошу номер 7. Я думаю, что это залог. Извините, вы ошиблись. Другие варианты? Номер 1. Нараяна считает, что это ломбард. Совершенно правильный ответ. Фирма Нараяна. Итак, внимание. Приготовились. Слово второе. Посредник. При заключении сделок, специализирующийся по определенным видам товаров или услуг, действует по поручению и за счет клиентов, получая вознаграждение. Кто этот посредник? Номер 4, ваш вариант? Я думаю, что это дилер. Извините, это был неправильный ответ. Другие варианты? Прошу. Я думаю, что это агент. Извините, это опять был неправильный ответ. Итак, номер 3, ваш вариант? Фирма Самого. Я считаю, это брокер. Совершенно верно. Номер 3, фирма Самого. Правильный ответ. Итак, третье слово. Внимание. Посредник при заключении сделок на фондовых, товарных и валютных биржах. Кто этот посредник? Ваши варианты, участники. Пожалуйста, номер 2. Может быть, это брокер. Извините, вы ошиблись. Другие варианты. Пожалуйста, номер 1. Я считаю, что это дилер. Нет, это был неправильный ответ. Итак, другие идеи. Маклер. Номер 5. Фирма Айтал. Совершенно правильный ответ. Маклер. Итак, участники, не расслабляемся и готовимся к следующему слову. Недостаток товаров, средств производства, платежных денежных средств предприятия, населения, как превышение расходов над доходами в государственном бюджете, платежных балансах в сфере экономики. Что это? Итак. Я считаю, что это банкрот. Вы ошиблись, извините. Пожалуйста, другие идеи. Номер 1, прошу вас. Нараяна считает, что это дефицит. И Нараяна права. Номер 1, дефицит. Конгениально. Следующее слово. Крупная фирма,
осуществляющая сбыт готовой продукции крупных промышленных фирм, производителей, на основе оптовых закупок. Она располагает собственными складами и устанавливает длительные контакты с промышленниками. Итак, что это за фирма? Прошу. Номер 1. Я думаю, что это компаньон. Извините, вы ошиблись. Итак, другие варианты. Прошу вас. Номер 3. Фирма самого считает, это дистрибьютор. Совершенно правильный ответ. Фирма самого. Это был сложный вопрос, но следующий будет не менее сложным. Итак, внимание. Вывоз товаров из страны за границу по ценам более низким, чем цены на территории этой страны или на мировом рынке, с целью подавления конкурентов и захвата внешнего рынка, а также вывоз товаров по ценам ниже мировых из страны с обесцененной валютой в страны с более твердой валютой. Итак, участница номер 2, прошу. Экспорт. Нет, вы ошиблись. Извините. Другие варианты? Извините. Номер 4, что вы сказали? Я думаю, что демпинг. И вы совершенно правы. Участник номер 4. Фирма Nord Invest Service. Да, рынок – это очень сложно. Но с другой стороны, это просто. Любой знает, что такое рынок. Это товар, деньги, товар. А если еще проще – продавец и покупатель. Сегодня вся наша страна или продает, или покупает. Покупайте мясо, ай-яй-яй! Как говорил Хаджа Насреддин, кто не торгует, тот не ест. Покупайте наши курицы, покупайте наше мясо. Кто не торгует, тот не ест. Сегодня нашим участникам предстоит продавать. Но у них есть одно преимущество. Товар они будут выбирать сами. Итак, дорогие участники, перед вами различные товары. Пожалуйста, выбирайте на свой вкус. Подумайте немножко. Итак, номер 1, вы выбрали свой товар? Нараяна, яблоки. Спасибо. Номер 2, ваш товар? Я выбираю варенье. Спасибо. Номер 3. Мы выбираем электролампу. Фирма самого выбирает лампу. Номер 4. Телефон. Спасибо. Номер 5. Спасибо. Номер 6. Швейные изделия. Этого следовало ожидать. Швея Севера выбирает швейные изделия. И номер 7. Байкал берет кроссовки. Спасибо. Итак, каждый товар нашел своего продавца. Сейчас, через 3 минуты, дорогие участники, вы нам расскажете, каким образом вы будете работать со своим товаром на рынке. Вы можете пользоваться помощью наших артистов. Итак, время пошло. Мы больше учимся на своих ошибках, чем на своих успехах. А вот так весело в духе Вольфганга Амадея Моцарта прошел конкурс под лозунгом «Торговля – двигатель прогресса». Начинающие бизнесмены уверенно пробирались на своих лодках, барках, катерах, линкорнах сквозь штормы и ураганы океана, имя которому рынок или рыночная экономика. Блистательные женщины, как всегда, были на высоте, но и мужчины не отставали от прекрасных дам. Да поможет им Бог в их добрых начинаниях. Итак, последний конкурс. Конкурс имени всемирно известного поэта Ляписа Трубецкого. Бывал Гаврила бизнесменом, Гаврила рынок уважал. Сейчас наши участники
предприниматели, а предприниматели, конечно же, люди творческие, покажут нам свое домашнее творческое задание – стихотворную рекламу своей фирмы. Божественное имя Нарыяна, как лилия на утренней росе. Она цветет на сказочной поляне, как символ нежности и жизни на земле. Такой же сказочный, нежный и воздушный вы можете купить сегодня торт. Мы в Нарыяне встретим вас радушно. И каждый в дом кусочек счастья унесет. И это чудо, сотворенное руками наших веселых, молодых девчат, поможет вам развеять все печали и всех друзей собрать вокруг стола. Спасибо. Если ты не так умен и не очень скучен, приходи ты к нам в Толбон. Мы тебя научим. 2 недели и диплом. Это не формальность. Оператор ЭВМ – лучшая специальность. Я прочитаю балладу о рынке ценных бумаг и Норд-Инвест-сервисе. Мы стоим в начале пути, Норд-Инвест-сервис, нам помоги. Куда вложить, где получить? Ты объясни и все расскажи. Норд-Инвест-сервис наш лучший друг. Он поможет рекламу загнуть, что-то купить, а что-то продать. Наши акции на бирже играть. Норд-Инвест-сервис нашел миллион, акции купил и дальше пошел. Неизвестный Остап и Ипполит. Браво! Несмотря на мор и разор, шагаем вперед мы вершинам успеха. Не раз обрубали нам крылья, и радость полета, и боль падений не раз испытывали мы. Но головы мы не опускали, мы гордо шагали вперед. Шагайте с нами вершинам успеха, с надежным партнером и хорошим другом, коммерческой фирмой «Айтал». Браво! Марш вперед, труба зовет! Мое стихотворение будет в стиле ретро. Базарные зазывалы. Вот, кому блузы, брюки, куртки, а эти халаты вам шили не турки. Шьем мы одежду для детского быта, национального колорита. Белые, розовые, цветочек, хотим вам белье для постели предложить. А может, одежда с ватином нужна, по цене доступна и к телу нежна. Забегайте, заходите, магазины Швея Севера для всех открыты. Я попытаюсь по принципу краткость сестра таланта, маленькое стихотворение, средства от авитаминоза. 3, 5, 8, 9, 1. Наш телефон запомнить совсем не трудно. Обращайтесь, обсудим, поговорим с вами в согласии обоюдном. В чем вы нуждаетесь? Все как один к вам мы придем на помощь. С вами Байкал, полезный и нужный, как долго зимой свежий овощ. Второй тур подошел к концу. Вы вздыхаете облегченно и переходите к 3-му туру. По результатам второго тура на первое место вышла фирма Норд-Инвест-сервис 31 балл. На втором месте фирма Нарыяна 27 баллов. На 3-м месте фирма Самого 26 баллов. Игра набирает крутые обороты. Дамы и господа, леди и джентльмены. 3-й раунд. Все ближе финиш. Вот он, миллион. Я чувствую шелест денежных листьев. Ах, бриллиантовый дым. Итак, уважаемые господа присяжные заседатели, лед тронулся, процесс пошел, экономика должна быть экономной. Начинаем 3-й раунд. Раунд игры проведет сам Остап Бендер. Граждане, господа присяжные заседатели, начинаем 3-й раунд. Жизнь диктует свои законы, свои жестокие законы. Я не стану говорить вам о цели нашего собрания. Она вам известна. Цель святая. Начинаем 3-й раунд.
Двигаться смело, никого не спрашивать. Побольше цинизма, людям это нравится. Через третьих лиц не принимать, дураков больше нет. Но и без уголовщины. Кодекс мы должны чтить. Уберите фотографа, он мешает моей шахматной мысли. Ну-тис, господа охотники за табуретками, на чем мы остановились? Ах, да! Начинаем третий раунд. 6 последних шагов, 6 финальных вопросов. Итак, вопрос первый. Кто мне скажет фамилию, имя, отчество Воробьянинова, которое он взял для конспирации в своем городе Старгороде? Итак, первый поднял руку, 4-й номер. Прошу вас. Кондрат Карлович Михельсон. Совершенно правильно. Итак, следующий, второй вопрос. Назовите фамилию Элочки-людоедки. Опять 4-й номер. Элочка Петровна Щукина. Совершенно верно. А теперь вопрос на засыпку. Третий вопрос. В каком по счету стуле нашли медную табличку с фамилией, именем изготовителя? Молчи, грусть, молчи. Пожалуйста, 4-й номер. 8-й, наверное. Методом тыка мы нашли это. Я помню, что 7-й. Вопрос 4. Какой единственный шахматный ход знал Остап Бендер, то есть я? 2-й номер, прошу вас. Е2, Е4. Верно, совершенно верно. Вы очень точно назвали. Итак, попрошу жюри подводить итоги. И жюри подвело итоги третьего тура. Лидирует Сергей Розенберг, представитель трастовой компании Nord Invest Service, набравший 4 балла. На втором месте Татьяна Кокарева, представитель малого предприятия Талбон, набравшая 2 балла. На третьем месте Елена Львова, представитель акционерного общества Байкал, набравшая 1 балл. Все, финиш. Теперь осталось узнать только имя победителя. Телеигра. Всех участников нашей игры просим на сцену. Когда мы все суммировали, и получилось у нас таким образом. Сомого 34,7, Нарьяна 36,3, Nord Invest Service 42,6 балла. Как мы видим, жюри оценило, что по результатам 3 туров победителем конкурса вышел Сергей Розенберг, представитель трастовой компании Nord Invest Service. Приз «Золотую мечту» Остапа Бендера 1 миллион рублей победителю вручает автор сценария и передачи Елизавета Егоровна Шадринова. Играйте только с Nord Invest и покупайте акции только у него. И выигрыш вам гарантирован. Командовать парадом будем мы. И играйте в игру 12 стульев. Да, играйте в игру 12 стульев. Сегодня у нашей игры день рождения. И хотя все привыкли называть это презентацией, мы скажем просто: с днем рождения! Игра 12 стульев! Уважаемые телезрители, в игре принимало участие 7 участников. Приз зрительских симпатий мы вручим тому, кого выберете вы. Пишите нам по адресу 677-202, абонементный ящик 038, и звоните нам по телефону 608-83. 608-83. Также мы приглашаем детей в возрасте от 6 до 14 лет, юношей и девушек в возрасте от 15 до 25 лет, принять участие в конкурсе ведущих, а также создание банка данных для будущих актеров киностудии «Сахафильм».
Приходите, мы ждем вас. Уважаемые господа бизнесмены и предприниматели, приглашаем вас принять участие во втором туре киношоу «12 стульев», а также принимаем заявки на изготовление видеоклипов, роликов и производство заказных фильмов по вашему вкусу. Справки по телефону 608-83. 608-83. Спешите, у нас самые низкие цены. Не упустите свой шанс. Дорогие телезрители, мы поздравляем вас с Новым годом, годом священной синей собаки, который по восточному гороскопу справляется сегодня, 10 февраля. Мы желаем вам счастья, здоровья и удачи в делах. Господа бизнесмены, мы ждем вас на нашей игре «12 стульев». С Новым годом, с новым счастьем! Но творческое объединение «21 век» не прощается с вами. Следующая игра состоится в марте. До свидания, друзья! До новых встреч! Thank you.